весьма загадочно, неопределенно, абстрактно. Мы его не знаем, не видим, но пытаемся предугадать. Ждем и боимся его. Прошлое мы знаем, можем его разглядеть. Мы его либо любим, либо ненавидим, либо стыдимся. А настоящее, вот же оно. Мы пытаемся его разглядеть, познать, приноровиться к нему, но не успеваем. Ольга Богачева. Здравствуйте. Эпиграфом нашей передачи стал отрывок из литературного эссе Ольги Богачевой. Жители Республики Коми, и в первую очередь сыктывкарцы, знают ее как художника-ювелира. Не раз работы Богачевой были представлены на выставках и аукционах. Помнят Ольгу Владимировну и ее мужа Виктора Семеновича Богачева и как педагогов, их ученики, которые в 80-х годах занимались в студии декоративно-прикладного и изобразительного искусства при Дворце пионеров и школьников города Сыктывкара. В 1993 году Ольга со вторым мужем Андреем и дочерью Тоней уехала в Австралию. Эмиграция и все, что случилось с Ольгой позднее, стали для нее тяжелым испытанием. И вот осенью этого года, совершенно неожиданно для всех, для друзей и даже для нее самой, Богачева вместе с мужем на 3 дня приезжает в Сыктывкар. Они остановились в мастерской художницы Татьяны Васильевой, где мы и встретились. Сегодня вы услышите размышления о жизни Ольги Богачевой. Ей все еще трудно даже говорить, но думается, что ее слова, произнесенные предельно искренне, ее мысли, выстраданные, воплотившиеся в литературные эссе, помогут в дни испытаний, неизбежно выпадающих на долю каждого из нас. И, быть может, выслушав монолог женщины, много пережившей, мы лучше поймем, что человеку надо. Для меня эта миграция с самого начала была серьезной трагедией. Инициатива была моих родителей. Старые больные люди, которые всю жизнь работали, откровенно просто вкалывали. В результате, уже к старости, они ничего не имея, когда возникла возможность эмигрировать, они очень здорово загорелись этой идеей. Они, то есть, до такой степени загорелись этой идеей, что, не спросивши меня, подали все необходимые application, то есть все необходимые документы, и на меня в том числе, на мое имя, и на имя моей дочери. Поставили уже перед фактом. Я пыталась от этого дела отбрыкаться, но оно не получилось, потому что, во-первых, я безумно боялась отпустить своих родителей одних, совершенно в чужую страну, в полную неизвестность. Я у них одна. И как я могла позволить, что мои старые и далеко не здоровые родители поедут в совершенно чужую страну, и где неизвестно, чем это может обернуться. Независимо от тех кровей, которые во мне намешаны, я русская женщина. Я выросла и воспитана была в России на русской культуре, на русских традициях. Это первая причина, так сказать, всего трагизма происшедшего. Вторая, не менее важная, то, что к тому времени, я думаю, не надо долго объяснять, что значило в Советском Союзе, при том режиме, чего-то добиться, что чего-то добыть, а к тому времени я чего-то все-таки добилась. Я все-таки стала кем-то.
Насколько Я- я помню, у тебя уже была своя мастерская. У тебя был большой круг, скажем, клиентов, которые заказывали тебе украшения. И, кстати, вот я до сих пор их ношу. И я вот не знаю, помнишь ли ты вот эту брошь? Ой, так много было сделано моими руками, что, честно говоря, не помню. Не помню. У меня бывают такие случаи, когда у кого-то из знакомых вдруг вижу, ой, уже какие у тебя симпатичные серьги. Кстати, на тебе тоже. Это твоя работа. На этих фотографиях вы видите ювелирные украшения, созданные Ольгой Богачевой. Это, конечно, лишь небольшая толика из всего, сделанного ее руками. Но и по этим работам можно судить о выразительной индивидуальности художника-ювелира. Сейчас ничего подобного Ольга сделать физически не в состоянии. Последствия автомобильной аварии, в которую она попала в 1995 году, оказались для нее катастрофическими. Но творческая натура всегда ищет и находит выход для самовыражения. Итогом долгих размышлений о жизни и обо всем случившемся с ней стали литературные эссе. Отрывки из них вы услышите в нашей передаче. Бытие – это пространство. Да-да, пространство между двух стен. Между стеной плача и стеной смеха. Наше маленькое личное бытие, будто перчивый шарик, который чья-то воля, шутя, недолго думая, швырнула в это пространство, первоначально ударив о стену плача. От стены плача шарик отскочил, ошалевший от неожиданности и бесцеремонности первого удара, не имея собственной воли выбора. Закричав, кинулся в противоположную сторону. Не давая себе ни в чем отчета, ничего толком не видя перед собой, опрометью летит вперед. И вдруг, радостным и счастливым, оказалось следующее столкновение по другую стену. Стену смеха, но, увы, недолгую. Шарик, предвкушая следующую радость и счастье, весело полетел вперед, но восторженный полет был прерван коварным ударом о стену плача. И опять со слезами и боем мяч ринулся прочь, на лету приходя в себя от бесцеремонности и инерции, вожделенно грезя о лучшей доле. И вот он, желанный шок от счастья и радости, подаренный ценой смеха. Вперед, только вперед, вечный поиск счастья, восторженный, радостно желанный, неминуемо, безысходно, трагично. Ольга Богачева. Я родилась и выросла в Москве. И не нужно объяснять, какой откровенный бардак в транспорте. И у меня, в общем-то, на дорогах всегда уже генетически осторожность была в крови. У меня никогда в России, ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в других городах никогда не было никаких проблем с транспортом. Никаких инцидентов не было. И надо было мне уехать на другое полушарие, на другом континенте, за океанами, чтобы в тихой, сонной, как я ее называю, Австралии, русская девочка Маша, которая неделю как получила лайсенс, то есть права на вождение машины, ехала по дороге, болтала с подружкой, ну и сбила меня. Красиво получилось. То есть мистика. То есть не нашлось на меня ни китайца. Австралия – страна иммигрантов. То есть там все национальности имеются. Не нашлось на меня ни китайца, ни австралийца, ни грека, ни итальянца. А вот именно русская девчонка. Ну, мистика. Первые 2 недели никто из врачей вообще не верил в то, что я выживу. Причем откровенно ждали, когда я отчалю в другой мир. Через 2 недели, когда выяснилось, что все-таки я жива останусь, врачи так и сказали моему мужу Андрею: лучше бы она руки и ноги переломала.
Потому что травма, которую она получила во время аварии, а это внутричерепное кровоизлияние мозга, внутреннее причем, неоперабельное, с поражением центральной нервной системы, неизвестно, во что это выльется, и неизвестно, где и когда это еще и аукнется, несмотря на то, что она все-таки осталась в живых. То есть через 2 недели, когда я все-таки выяснил, что я все-таки осталась в живых, никто из врачей откровенно не верил в то, что я начну двигаться. Забавная там методика медицинская, как я ее называю, максимально гуманная. Там надежду отнимают в самом начале. У них такие традиции. Если человек безнадежен, ему сразу об этом говорят. Вот и тогда ты и умрешь. Потому что не дергать тебя. У меня ложись и умирай. Так и мне. Сколько мы дней из наших лет истратили на всевозможные попытки вылечить. Все безнадежно. Ой, каких только врачей мы не пытались привлекать. И филиппинцы, и китайцы, и бразильцы. Ой, трудно перечислить. Вот. И каждый раз это потеря надежды. А официальная медицина, когда я у крупнейших специалистов спрашивала, на какое еще улучшение я могу рассчитывать и в каком времени, так удивленно плечами пожимает. Ну, you are a big puzzle for me. You are a big puzzle for us. Ты большая загадка для нас. Ты вообще не должна была выжить. О каком улучшении ты говоришь? Это глупый, нелепый вопрос. Вообще не думай об улучшении, не напрягай свои мозги. Улучшение не для тебя. Ты вообще не должна была выжить и не должна была двигаться. Это очень страшный вопрос и очень болезненный ответ. Но мне здорово помог найти ответ на этот вопрос, ответ моего первого покойного супруга Виктора Семеновича Богачева. Это была уникальная и очень сильная личность, у которой была очень тяжелая судьба. Ну, так, в 2 словах. 7 лет без отца, без матери, беспризорничество, война, плен, потом 7 лет лагерей по 58-й статье. Сразу после войны. Объяснять не надо, что такое сразу после войны. Это была очень мощная личность. Это был колоссальный, очень мощный интеллект и духовно очень сильная личность. А этот вопрос, по-моему, извечный вопрос, который уже на протяжении многих-многих столетий и даже тысячелетий беспокоит людей. В чем смысл жизни? И когда-то я задала ему этот вопрос. Вот ты прошел через огни и воды, огонь и воду и медные трубы, всякое в жизни повидал. Как на твой взгляд, в чем же все-таки смысл жизни? Меня потряс тогда его ответ. А смысл его ответа вот был в чем. Самое главное в жизни — не превратиться в кусок дерьма. Самое главное в жизни
здорово помог. Его ответ в этом страшном процессе восстановления, в процессе воскрешения. Ну, ты знаешь, в общем-то, и знает это любой честный, порядочный человек, а особенно творческая личность. Каждый творческий человек знает, что самый страшный критик сидит внутри. Потому что независимо от того, что скажет кто-то, вот если внутри идет неприятие к тобой, к вещи или к поступку тобой содеянному, вот это самое страшное. Так вот это для меня и оказалось, в общем-то, самым главным. Когда-то, вот еще до эмиграции, я усиленно добивалась того, чтобы я достигла того уровня, чтобы я начала уважать саму себя. Это очень сложный процесс, потому что действительно это очень страшный критик сидит внутри. И когда вот лежа на кровати без движений, когда я мучилась вот этой мыслью, за что, ну почему, ну сколько же можно, ну почему именно я, почему именно так? Да, честно скажу, я не называю это грехом, но были очень мощные мысли и очень серьезные мысли уйти вообще из этого мира, добровольно, самой уйти. Не получилось. И вот тогда вот я и вспомнила слова Виктора Семеновича. Во мне восстановился нормальный мой уровень стервозности. Жива я еще. Встану. Я добьюсь того, что мне не стыдно будет смотреть в зеркало. Как та самая поговорка шуточная: ищи дурака в зеркале. А находить в зеркале не просто дурака, да еще ничтожество. Это больно. Это страшно. Короче, вот таким образом я и построила всю свою последующую жизнь. Я сама для себя являюсь тем самым наездником. Должна. Могу. Ничего подобного. Могу. Расслабься или сосредоточься. Ну, в общем, там масса приемов, и я не буду подробно обо всем этом говорить. Ну, это все это на ощупь, все это, так сказать, интуитивно делалось. Ну, честно сказать, если так, очень честно сказать, я очень недовольна результатом. Хотя, конечно, там все ок, ах, там куча восторгов, куча комплиментов. Но пока я считаю, что слишком далеко до прежней меня. Прежнюю себя я еще не нашла. У меня в доме есть много зеркал. Они висят и стоят во всех комнатах. Они живые и живут не так, как мне бы хотелось. Радуются, смеются, дразнятся. Иногда они бывают очень грустные. Самое ужасное – это когда зеркала плачут. Их никто не бил, а они плачут. Да и как можно зеркало бить? Оно разобьется. Это очень странно. Но когда зеркала плачут, по их поверхности текут слезы. Много слез. И мне очень страшно видеть это. Тогда я хочу им помочь, но не знаю как.
когда они плачут, почему-то я ищу помощи для себя, а не для зеркал. Но очень страшно, когда они плачут. По их поверхности текут слезы, и они становятся мутными, непонятными, и это очень грустно. Ольга Богачева. Опять же, очень мощный, так сказать, момент мистики. Мой первый муж был болен раком легкого. И совершенно уже понятно, что это безнадежно было. Я тащила на себе. Все, что могла, я тащила на себе. Я была и мамкой, и сиделкой, и приходилось и вкалывать чуть ли не сутками, но тащила. И вместо обещанных ему 4 лет, как врачи говорили, будет чудо, если он проживет 4 года, мы вытянули 7 лет. А сейчас повторяется только в другом варианте. Теперь муж мой также нянчится со мной. Невеселая судьба ему досталась. Я по своей шкуре это знаю, что это очень невесело. Хотя первая моя задача максимально быть самостоятельной. Это был, так сказать, было всегда кредо моей жизни быть независимой и самостоятельной. И сразу, как только я пришла в себя, и когда я только начала восстанавливаться, это было и причиной к тому, что я стала стремиться к восстановлению. Я должна быть независимой. Я не должна висеть хомутом на шее. Я не имею права на это. Я поражаюсь все-таки его терпению. Болезнь, понятно, она не только не красит, но и характер не улучшает. Я поражаюсь его терпению, как он еще мою стервозность терпит. Ему памятник надо оставить при жизни. Потому что, понятно, ему первому больше всего достается. Притом я всячески стараюсь быть хорошим. Конечно, кто-то скажет о себе что-нибудь плохое. Но тем не менее, уж честно, все вот как-то вот возвращается на круги своя и в каком-то очень болезненном варианте. Мистика. Оля, а ты человек верующий? Не ожидал этого вопроса. Я более чем верующий. Только я не религиозно верующий. Это, знаешь, как у Иосифа Бродского прекрасно сказано в одном из его стихотворений: в каждом свой Бог и у каждого свой храм. У нас, в общем-то, достаточно интересный круг общения вот в Мельбурне, в Австралии. И среди наших друзей есть священник православной русской церкви Московского патриархата, интереснейшая личность, отец Игорь. Он вдруг сообщает, что вы должны обязательно приехать в воскресенье на службу, потому что в воскресенье я специально буду читать молебен за удачное ваше путешествие. Ваше присутствие при молебне так или иначе обязательно. После молебна принесли маленькую кружку, 2-месячную кружечку, принесли крестить. И там начали готовить купель. И вдруг ко мне подходит матушка, супруга его, говорит: слушай, а давай-ка мы и тебя заодно уж покрестим. И мне это... Я
во-первых, не готова к этому. Я немножко так даже ошалела от этого. Почему? Потому что я действительно не готова. И для меня это просто слишком серьезно. Когда-то тоже предложение было сделано мне Александром Менин, отцом Александра, при нашем знакомстве. И я отказалась и объяснила ему, почему. Что я не хочу лгать ни вам, ни себе. Я не хочу брать грех на душу. Я слишком много во мне вопросов именно к религии. Не к Богу, а к религии. К религиозным догматам. Это уже богохульство, это уже грех. И я не хочу лгать вам, не хочу лгать Богу, а прежде всего самой себе, и не хочу фарисействовать. Меня восхитило то, что отец Александр все это понял. Александр не стал меня ни убеждать, ни отговаривать. Он абсолютно меня понял и абсолютно был согласен со мной. Ну, что делаешь? Я агностик. Так сказать, в религиозном понятии этого слова. И когда вот тут мне вдруг сказали, давай тебя заодно покрестим. Я сначала так растерянно молчала, и тут увидела вот эту крошку двухмесячную, вот этого ангелочка, которого принесли крестить. И увидела эту купель, потому что приход маленький и достаточно бедный, вот эту скромную купель. И тут поняла, это будет колоссальной глупостью. Действительно грехом, если я откажусь принять крещение в одной купели с этим ангелом. Потому что это действительно ангел. Это же величайшая удача быть крещенным в одной купели вот с таким ангелочком. А про себя еще подумал, так, если у меня все так вот в последнее время получается, наверное, глупо отказываться. Первый день я, в общем-то, после крестин я довольно серьезно мучилась, то, что я согрешила. Согрешила тем, что приняла крещение, не будучи морально готовым к этому. Но отец Игорь, священник, который меня крестил, он сказал очень мудрые слова. Крещение ни к чему не обязывает. Крещение – это процесс, когда в человека закладывается зерно. Каким образом и сможет ли оно прорасти, и если прорастет, то каким образом, это уже очень индивидуально и очень субъективно. Это уже твое дело. Память. Воспоминания похожи на лоскутное одеяло. Мы его разглядываем, ощупываем. Это наше прошлое. Каждый лоскут – часть нашей уже прошедшей жизни. Лоскуты совершенно разные. По величине, по цвету, по фактуре. Редко похожи друг на друга. Некоторые лоскуты радуют глаз, согревают душу. Невольно хотим еще и еще раз потрогать, приласкать их. А другие обжигают или пронизывают холодом. Есть и блеклые, почти бесцветные, но именно у нас таких мало. Но они сшиты друг с другом очень плотно. Подчас мы прячемся от холодного сегодня под это уютное, лоскутное одеяло наших воспоминаний. Оно согревает, успокаивает, вселяет надежды, помогает разглядеть, уговаривает понять и с миром принять сегодня. Мы кутаемся в это одеяло, набираем сил, либо расслабляемся, закутавшись в него. А иногда мы начинаем задыхаться под ним. Оно
давит, теснит. Пытаемся освободиться, сбросить его с себя, вздохнуть свободно, по-новому. Но она опять уютно обволакивает, маня привычным теплом. Закутавшись в него, мы стараемся понять вчера, познаем сегодня и готовимся к завтра. Потеряв вчера, мы пройдем мимо сегодня и не найдем наше завтра. Ольга Богачева. Сейчас у тебя есть возможность сделать на камеру, сказать своим друзьям, знакомым все, что ты хотела бы им сказать при встрече. Это невероятно. Действительно, я даже не подумала об этом. А действительно, ты мне предоставил шикарнейшую возможность. Знаете, друзья, все, кто меня еще помнит, все, кто меня еще где-то как-то, хотя бы остаточно, уважал и уважает, от всей души хочу признаться, что географическая точка моего рождения, да, это Москва. Но духовно я рождена была именно в Сыктывкаре. Очень благодарна этому огромному городу, огромному по значимости для меня. То, что благодарна тому, что город дал мне в моей жизни, в моей духовной жизни, в моей творческой жизни. А это, ой, как немаловажно. Искренне, от всей души прошу прощения у всех, с кем мне не удалось встретиться, с кем мне не удалось увидеться, потому что это такой экспромт. Вот эта поездка в Сыктывкар, мое пребывание в Сыктывкаре. Всего 3 дня, больше я себе ни физически, ни психологически, ни материально не могу позволить. Вот. И очень со многими хотелось бы встретиться. И я искренне прошу прощения, что не удалось. Хотя вот эти 3 дня меня буквально на части разрывают. У меня нет ни одной свободной минуты. Ну, ты уже обратил внимание, что дозвониться сюда совершенно невозможно. И пока вот мы снимаем материал для этой передачи, постоянно кто-то приходит. Уже собираются, по-моему, Да. гости. И в результате пришлось телефон отключить, чтобы он не мешал нам. Вот. Огромнейшее вам спасибо, друзья. И самое, что у меня есть наилучшие пожелания. А пожелания прежде всего, так как это для меня сейчас самое актуальное, поэтому я желаю и всем вам, тебе в том числе. Я желаю прежде всего здоровья, творческого вдохновения. И желаю, чтобы все мы не теряли самих себя, не теряли друг друга, не теряли дружбы и дорожили дружбой. Потому что самое ценное в нашей жизни, кроме вышесказанного, это, наверное, встреча с интересными людьми, это дружба и любовь. Что это действительно очень важно, очень ценно и крайне необходимо ценить и беречь и дружбу, и любовь. Потому что страшнее потери быть не может.